Долгие 4 месяца проекта были насыщены репетициями, записями в профессиональных студиях, общением с именитыми исполнителями. Будущие артисты уже прониклись духом большой сцены и ждут не дождутся встречи со своей аудиторией на первом показательном концерте. Ждать участникам проекта осталось совсем недолго. Мероприятие состоится 31 октября. Мы к показательному концерту, к первому, готовимся. Я не сказал бы, что мы ведем эту подготовку по-другому, Ну, как всегда, повседневная у нас репетиция. Мы всегда делаем репетицию на высшем уровне. Все выжимаем, как говорится, то, что из себя. Ребята готовятся интенсивно, очень сильно, грамотно. Подходим к этому делу, к репетиции. Репертуар у нас уже готовый, подобранный. Я думаю, что первый показательный тур у нас пройдет на отлично. Это мое мнение. Там могут быть и сюрпризы, как всегда это на конкурсе бывает. Если ты считаешь, что этот вокалист, думаешь, что он сильный и пройдет, а жюри это оценивает совсем по-другому. Эти неожиданности тоже бывают. Но мы надеемся, что жюри будет все оценивать правильно, и ребята достойные перейдут в следующий тур. Волнение для артиста – дело привычное. Это скажет любой, кто работает перед зрителем. От этого волнения не избавиться даже за десятилетия работы на сцене. Поэтому первоочередная задача для участников проекта – справиться со своими эмоциями. Профессионалы советуют расслабиться и просто получать удовольствие от исполнения. Я, когда в начале проекта сюда шел, я не знал, как правильно петь там. Но нас здесь многому научили, у нас хороший педагог, лучший, и уже готовимся к концерту, у нас 31 октября это показательный концерт. Конечно, я переживаю, это мой первый выход, я не знаю, если бы я раньше где-то выступал перед людьми, но не так уже волновался бы, но все равно первый выход на сцену, я, конечно, буду волноваться. Здесь мы находимся уже почти 4 месяца. Это, конечно, большой срок. За это время нас хорошо обучали педагоги, мы многому научились. Теперь предстоит концерт, где мы должны будем выступить. Я, конечно, буду очень сильно волноваться, но я надеюсь, что выступлю на все 100. По крайней мере, я так хочу. Масирлаю и алу, астенцаю урю и худути сакерто хург, худути садагулю хург, стенюти безамогайга, стенхизахена за ойла. Приятный низкий тембр голоса участницы проекта «Дека Саназ» Мадины Аласхановой можно слушать часами. Поет она постоянно. Исключением – учебные занятия. На парах девушке приходится писать, слушать и отвечать. Мадина – студентка колледжа культуры и искусств. Ну, что я могу сказать? Учится она хорошо, проявляет хорошие математические знания. Как студентка я ее доволен. Очень хорошо занимается, добросовестная студентка наша. Ну, что я могу сказать о ней? Мне очень нравились артисты, русские, чеченские, зарубежные. И эта мысль мне в голову пришла внезапно. Когда я впервые увидела проект «Дека Саназ» первый сезон, в то время я задумалась серьезно стать артисткой. «Дека Саназ» второй сезон дал мне эту возможность. Кто-то мечтает о сцене с детства, кто-то с подросткового возраста. Наша героиня не так давно поняла, что она тоже хочет стать певицей. Несмотря на то, что ее мама хотела, чтобы она стала врачом, Мадина все-таки свой выбор сделала сама. Поступила в колледж культуры и искусств, а в этом году, пройдя все кастинги, стала участницей проекта «Дека Саназ». Мечта нашей героини – стать профессиональной певицей. Родные были против, особенно мама. Она хотела, чтобы я стала врачом, получила медицинское образование, но так как это не мое, я выбрала профессию артиста. А друзья отнеслись положительно. Я пришла в колледж, сказала, что я хочу попасть на проект «Дека Саназ». Они также меня поддержали, мы пошли вместе, записались и теперь занимаемся вместе. You should
Начинающая певица уже поставила перед собой цель – ни много ни мало стать заслуженной артисткой Чеченской Республики. Мадина уверена, она сделает все, чтобы получить это гордое звание. Регулярные репетиции, занятия в колледже. С достаточно сложным графиком работы и учебы наша героиня справляется без всяких проблем. У меня увлечение это петь и танцевать, но больше у меня увлечений нету, только домашними делами занимаюсь. Да, если честно, я не успеваю чем-то другим заниматься. Допоздна бываю на проекте, в колледже, потом иду домой и так. Мы уже знакомы с первого курса, и я хочу сказать про нее только хорошее, потому что Мадина, она такая, вот когда я ее впервые увидела, я сразу сказала: «Во, Мадина, вот ты станешь певицей». О карьере артиста наш сегодняшний герой никогда не мечтал. Он рос обычным, тихим мальчиком и после школы думал поступать на археологический факультет. Так получилось, что год назад, увидев проект «Дека Саназ», Магомед решил принять в нем участие. Его бабушка, которая всегда слушала чеченскую эстраду, очень хотела, чтобы ее внук стал артистом. Я еще в прошлом году на первый кастинг проекта «Дека Саназ» ходил. Но там у меня исполнительского мастерства не было еще, уровня не было такого. Но в этом году у меня получилось попасть на этот проект. И да, Алмукла, все получится. Желаю всем удачи, ребятам с нашего проекта. Мы все достойны победы. Вот за этот год я занимался пением. Я пел на гитаре, под минусовки пел. Какой-то сдвиг есть. Поэтому я знаю, потому что меня пропустили в этот проект. В прошлом году меня не пропустили, а в этом году пропустили. Мухаммад, он такой цветок, который понемножку раскрывается. Почему? Потому что в характере я, допустим, такой громкий человек. Я могу шутить, я могу смеяться, все такое. А он сдержанно, все такое. Видно по нему, что он стесняется, стеснительный парень. От него никогда не услышь «Эйлер Багар». Магомед учится в колледже культуры и искусств на 4-м курсе. Умеет играть на гитаре и пианино. По словам нашего героя, он уже не представляет себя без музыки, и в этом проекте хочет совершенствовать свои вокальные возможности. В целом я могу сказать о проекте «Дека Саназ». Это проект тот, который даст человеку показать свои возможности и проявить себя. Либо в каком-нибудь месте или в какой-нибудь обстановке, не знаю. Но это хороший проект, я считаю так. Мы все очень дружные, там улыбаемся, поем, шутим. Я просто там отдыхаю. Это место для меня отдыха с удовольствием, приятно и с полезным, как говорится. Я не думал стать певцом или вообще я об этом не думал, просто придет время, может, я вспомню, подумаю об этом, не знаю. Но время все покажет. Я не люблю строить заранее планы. Все по воле Аллаха, я не знаю, что будет завтра. Сюранна вейша цага, сунам хана сахаза, тина лохварам бина. Лелар собюсана, тина лохварам бина, лелар собюсана. С участием в проекте мой круг общения очень хорошо изменился. Мы познакомились. На первом или втором кастинге не так уж было. Мы по именам знали друг друга, но близко мы не знали. Время, все, мы подружились очень. Мы как целая семья там. Очень дружим, интересно. Наш преподаватель вообще очень хороший человек, Зелимхан Дудаев. Все очень внятно объясняет, показывает.
Цана кантана на насайна хэл хазайо сунам цагина цана кантана на насайна. Базаев Магомед очень старательный парень у нас. У него очень приятный тембр, голос у нас уже развивается. Вот, хороший диапазон, хороший тембр. Я думаю, что очень музыкальный парень. Он и на гитаре играет, как он учится в инструментальном отделении там. Вот. И это обогащает его певческое направление, ну, в сторону музыкальности, у него больше музыкальное, развитие музыкальное. Вот. Я думаю, что из него получится хороший солист, вокалист эстрады. Это мое мнение такое. Проект «Дека Саназ» для каждого из участников – это шанс стать артистом и развить свои профессиональные качества. И многие ребята благодарят судьбу и за то, что он помог найти им хороших друзей. По словам участников, важна даже не победа, а то, что тебя окружают люди, с которыми не хочется расставаться. В плане пения у меня очень много минусов. Первый минус – это ритм. Я иногда сбиваюсь с ритма. И еще у меня не поставлен голос. Чтобы поставить голос, минимум надо заниматься вокалом где-то 3-4 года. Чтобы поставить голос, надо заниматься вокалом 3-4 года. И может больше. У человека, если хорошо получается, он побыстрее поставит. Если у него не получается, ему трудновато, то надолго затянется. Люди занимаются где-то 10-15 лет вокалом. Каждый день распеваются. Если я пройду в проекте «Дека Саназ», я думаю, я устроюсь работать солистом. Если я пройду, если они меня возьмут, тогда вот это на первое время вот мой план.